Молодые люди, а в особенности подростки, находятся в группе риска. Об этом свидетельствуют последние происшествия, вызвавшие широкий резонанс не только в республике, но и за ее пределами. Суицидальные наклонности, агрессивное поведение подростков могут быть следствием стрессовой ситуации. На помощь ребенку в таком случае могут прийти родные и близкие, школы и специальные службы. К кому обращаются дети, когда попадают в трудную жизненную ситуацию, кому они больше доверяют и с кем они охотнее делятся своими проблемами? Об этом мы расспросили учеников одной из городских школ. Друзьям своим. Сестрам и лучшим подругам. В первую очередь маме, конечно. Подруги. Но что, если друзья и родные не могут помочь в сложившейся ситуации? В каждой школе работают психологи, которые помогают ученикам найти выход из трудного положения. В школе номер 2 города Якутска с декабря прошлого года работает современная комната психологической разгрузки для учеников. Сейчас она особо популярна среди выпускных классов, ведь не за горами экзамены, и подготовка к ним становится настоящим стрессом. Помимо работы групповой, индивидуальной с ребятами, мы работаем очень широко с педагогическим составом школы, с родительскими коллективами. Поэтому работа представлена во всех трех сферах. Да. Также специально для учеников организовали телефон доверия, по которому они могут обратиться к психологу. Активно занимают своих детей и в школе номер 27, которая находится в 17-м квартале Якутска. В ней учатся больше 700 детей. Для них работают хореографические, театральные, кадетские классы. И это еще не весь перечень. В этом году к ним прибыло еще 80 ребят. Вновь прибывшие дети требуют особого внимания. Тем более им надо адаптироваться к новым условиям. В течение 3 месяцев наблюдает классный руководитель и социальный педагог и психолог. Психолог, как пришел только ребенок, сразу же классный руководитель приводит к психологу, и психолог проводит с ним диагностику. На помощь школьникам могут прийти специалисты мобильно-кризисной службы. Это первичные психологические консультации и диагностики, также групповые работы. Да? Во-вторых, это юридическая помощь, это защита законных интересов пострадавших, выявление причин и условий, способствующих данному преступлению, и правовая помощь. В-третьих, это социальная помощь, то есть помощь в социализации пострадавшего. И в-четвертых, это медицинская помощь. Если попали в трудную ситуацию, то можно позвонить в кризисную службу по телефону 8 800 122 83, а также 8 800 2122, чтобы не оставаться наедине со своими проблемами. Саргалана Захарова, Виолетта Баскарова, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.